Добрый день. Вот меня сегодня пригласили в библиотеку имени Чехова, мою любимую, и попросили поговорить о моей переводческой деятельности. Вот я с удовольствием пришел и сейчас что-то об этом расскажу. Переводами я начал заниматься довольно поздно. Стихи писал давно очень, много десятилетий. Вот. А переводы я начал писать, начал работать над переводами лет в 60, наверное. Вот. И как ни странно, у меня это дело как-то очень быстро пошло. Я стал задумываться, почему так легко. Вот. И так для себя определил, что вот когда человек уже чего-то добился, ну, в любом любимом деле, в том числе и в поэзии, вот, он может так немножко в сторону свернуть, какие-то новые побочные ответвления такие освоить, какие-то новые жанры или то, что находится на стыке жанров. Вот. Но прежде всего, конечно, надо стихи научиться писать на уровне. Я вот посмотрел, раз уж мы сегодня говорим о переводе, посмотрел каких-то своих любимых переводчиков, и что они вообще о переводе писали. Ну вот прежде всего нашел я Заболоцкого, так сказать, великого русского поэта и переводчика великого. И вот у него есть такие небольшие заметки о переводе, заметки переводчика. Вот я прочитаю вам так на 2-3 минуты, что Николай Алексеевич писал об этом. Значит, перед переводчиком две чаши весов. Первая принадлежит автору оригинала, а вторая читателю перевода. И вот перевод будет хорош в том случае, если чаши весов не выйдут из равновесия. Дальше Николай Алексеевич пишет, что хороший поэт может быть плохим переводчиком. Пример тому Тютчев, по его мнению. Но, не знаю, я вот тут недавно читал известный перевод Тютчева, значит, стихотворение Гейне, знаменитого, которого вот переводил Лермонтов. Так вот у Тютчева точнее, уж не знаю лучше ли, но точнее. Вот, так что не знаю насчет плохого перевода. Но во всяком случае Николай Алексеевич считал так. Вот он говорил, что хороший поэт может не иметь склонности к переводам, пример тому Блок. Но плохой поэт не может быть хорошим переводчиком. Вот именно так, подписываюсь двумя руками. Значит, ну спрашивают всегда, а вы как переводите? А вы знаете лезгинский язык? А вы знаете такой язык? Чешский, например, тоже я с него переводил. Я говорю, я не знаю, я перевожу с подстрочника, вот, но при этом, так сказать, я всегда держу оригинал, во-первых, перед глазами. Если оригинал написан на кириллице, то я понимаю, в каком соотношении стоят те или иные слова, где там паузы, какой размер. Вот, мне всегда это помогает. И по большому счету, ну, я могу залезть в лезгинско-русский словарь или в чешско-русский словарь, или наоборот, и сам перевести, сам сделать подстрочник в конце концов. Но это не главное. Вот что пишет Заболоцкий. Переводчиков справедливо упрекают в том, что многие из них не знают языка, с которого переводят. Однако первая и необходимая их обязанность – хорошо знать тот язык, на котором они пишут. Опять я подписываюсь двумя руками. Если ты плохо разговариваешь на своем родном языке, что ты можешь перевести? И дальше продолжая эту мысль. Если ты плохо пишешь стихи, например, если говорить о поэтическом переводе, на своем родном языке, как ты можешь переводить другого? Значит, о том, какие эмоции закладываются и должны закладываться переводчиком в перевод. Вот пишет Заболоцкий. Если ты равнодушен, переводя строку за строкой, почему ты думаешь, что читатель будет читать твой перевод с волнением? Совершенно верно. Ты должен сам загореться вот этой темой, вот этим стихотворением, которое ты переводишь. Вот. Безусловно так. И даже вот я тут писал как-то эссе, у меня такое есть, другие страны, вот как раз о переводе. И здесь вот я позволю себе процитировать сам себя.
значит, перебивая Заболоцкого Чекановым. Вот если поэт пишет на языке, которым читатель не владеет, тогда, значит, граница на замке. Поднять шлагбаум может только поэт-переводчик, да еще и не всякий. И дело тут не только в уровне мастерства. Мне кажется, что такой человек должен изначально обладать, так сказать, охотой к перемене мест, неотчуждаемым желанием знакомиться с иными просторами, осваивать их. Если ему не кажутся интересными другие люди, что он откроет читателю? Вот это перекликается, вот, это мое мнение, с мнением Заболоцкого в данном случае. Значит, опять вот Николай Алексеевич пишет, что подстрочник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик постройки может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель на это не способен. То есть, если я перевожу с Лезгинского, перевожу Сулеймана Стальского, я должен, во-первых, все прочесть, что написано о Стальском. Должен понять, откуда пришел этот поэт, каков его быт ежедневный, что с ним случилось, какова его личная история. Вот. И когда вот ты уже все это узнаешь, тогда ты можешь попытаться сделать следующий шаг, стать сам Стальским на какое-то время. Вот я здесь опять в своем эссе пишу об этом. Переводя Сулеймана, я освоил формат герайлы, научился грамотно использовать редиф, осознал специфику аграрной образности этого поэта. Как историк по образованию я сразу его увидел. Но главное, на время этой работы я сам, к удивлению своему, превратился в Сулеймана. Ну, в кавычках, конечно. Даже порой ощущал в себе желание влезть на крышу сакли и оттуда читать односельчанам стихи. То есть вот он же залезал и читал оттуда каждое новое стихотворение, как он называл, песни. Вот я, переведя, тоже думал, дай-ка я залезу на крышу сакли своей и оттуда вот это все скажу им. Значит, дальше, чтобы закончить Заболоцким. Ну, подводит итоги, так сказать, Николай Алексеевич, это своего маленького эссе таким пунктом. Откуда ты взял, что творчество переводимого тобой поэта пожаловано тебе в виде пожизненной вотчины? Шекспира переводили десятки раз и будут переводить не меньше. Успех перевода – дело времени. Он не может быть столь же долговечен, как успех оригинала. Совершенно верно. Вот, например, того же Сулеймана Стальского переводили, значит, 19 поэтов для меня. Вот я 20-й был. Я думаю, что будут и 21-й, и 31-й, и так далее. Потому что этот поэт уже вписан в историю российской словесности, безусловно, и восточной словесности, ну, не говоря уж о дагестанской и лезгинской. Вот. То есть это вечный путь в Англии, и дай Бог всем поэтам-переводчикам двигаться по нему успешно. Еще немного, значит, о том, что я, значит, сам думаю о переводе. Вот давно уже я взял за правило переводить стихи, я уже сказал об этом немножко, кладя перед собой не только подстрочники, но и оригиналы текстов на языке автора. Я не ощущаю себя страха перед латиницей, потому что базовый иностранный язык у меня немецкий, да и латынь я изучал на университетской скамье, но родную кириллицу я все-таки люблю больше. И вот это знакомство с оригиналом позволяет мне не только явственно увидеть размер подлинника, но и почувствовать вкус поэзии, созданной на другом языке, услышать авторскую интонацию, понять и на время перенять авторский взгляд на мир. Вот так, значит, немножко сумбурно о принципах перевода, о мнении Заболоцкого, которое я очень высоко ставлю, весьма высоко, вот, на эту тему. И еще мне хотелось бы сказать еще об одном переводчике, тоже великом русском переводчике, куда менее известном, к сожалению, чем Николай Алексеевич Заболоцкий. Вот. Это Владимир Васильевич Державин. Кстати, наш почти земляк. Он родился в Нерехте Костромской губернии, поскольку Нерехта, как известно, вообще Костромская губерния была одно время
в составе Ивановской промышленной области, то какое-то время Нерехта была Ярославской. Вот. Или, может быть, я что-то путаю в конкретике, но Ярославская она точно была какое-то время. Вот. И вот Владимир Васильевич Державин, великий русский переводчик. Ну вот я сейчас так перечислю хотя бы имена поэтов, которых он во множестве переводил. Тарас Шевченко, Максим Богданович, вот опять переклик с Ярославской губернии, Муса Джалиль, Омар Хайям, огромное количество стихотворений Омара Хайяма, Низами, поэма «Семь красавиц», Аванес Туманян, Джами, очень много Джами, Алишер Наваи, Руми, классик суфизма, огромное количество стихотворений, Саади, огромное количество, Хафиз, огромное количество, Али Гаджи Зинхов, одних не перечесть, и других прочих. Великий русский переводчик. Но вот почему я о нем еще заговорил. Мы же говорили в самом начале, что не может быть хорошим переводчиком плохой поэт. Так оказывается, ну это как бы не мое открытие, давно любители литературы знают об этом, он был еще и прекрасным поэтом. Если вы позволите, время у нас есть, я прочитаю несколько строф из его поэмы «Первоначальное накопление», написанной в 1934 году, прошлого столетия, в 1934, опубликованном в 1936 году. Вот Владимир Васильевич Державин, сейчас вы почувствуете вот его портрет, так он выглядел в молодом возрасте. Вот я когда начал впервые читать эту поэму «Первоначальное накопление», я был просто потрясен, насколько силен этот поэт. В чернильнице моей поют колокола, склоняются дубы над крышей пепелища. В ней город затонул, где прежде ты жила. Ныряет кит, судов проламывая днища, и каплет кровь с ветвей, где ночь любви вела. В кабаньих зарослях осенние игрища, и гекатомб в венец в 140 кораблей Антоний утопил в чернильнице моей. Вот мощь. И еще пару строф. Читал я хронику семейства великанов. Был поздний час, их круг ожил передо мной. Тянулись пальцы их подобием таранов. Казался разговор мне пушечной пальбой, и благовонный пар над бочками стаканов мешался с чадом свечи сыростью ночной. Ночь, замирая, шла, шипели вязы в парке, и я прочел «Телем» на обомшелой арке. Мощь глубинная слышится вот в этих строфах. Еще. Тонул огромный двор в листве, оконный свет мелькал сквозь дерева, и сад гремел и цокал миллионом соловьев. Вот окна в кабинет, учитель за столом, где в клетке дремлет сокол, по лбу ущельями пролег сомнений след. Вот башня книг пред ним, бутыли, пыльный цоколь мантеля медного, и я вступаю в дом, дивясь на статуи и живопись кругом. Столетний лак потух, но давка и движение десятков сильных тел сверкают на холстах. Наморщенные лбы и шейных вен сплетенья показывают мощь. В лес мчатся на конях охотники, и труд былого поколения в корзинах девушки проносят на плечах. Там спорят старики, и толстой книгой в споре стучат об стол, а там корабль спускают в море. Вот как умел писать великий русский переводчик Владимир Державин. Это его собственные строки из поэмы «Первоначальное накопление». Не может плохой русский поэт хорошо переводить другого поэта. Не может. Научись сначала хорошо писать стихи на русском языке, вот на родном твоем, а уж потом и переводи. Это вот закон. Другой вопрос, о чем Заболоцкий писал, и мы об этом говорили уже сегодня, что далеко не всякий хороший поэт может переводить. Вот мой учитель, великий русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов, обладал таким даром, очень много переводил. И переводы его просто великолепные. Один пьяный корабль Рембо чего стоит. Вот. Но не всем дается. Вот действительно Блок вот не умел, наверное, или не хотел, ну не давалось. Вот, слишком самость его была такая литературная велика. Не всем. Так оно либо есть, либо нет. Значит, теперь поговорим о конкретных поэтах,
которых мне посчастливилось переводить. Начать бы я, конечно, хотел с Сулеймана Стальского, хотя это стихи восточные, которые я переводил, были другие, но все-таки вот со Стальского это начался серьезный перевод. Значит, моих лезгинских друзей, которые наверняка будут смотреть меня, а точнее говоря, смотрят меня сейчас, я прошу заранее меня извинить за мой лезгинский. Я не читаю на лезгинском и не говорю на лезгинском. Для чего мне нужно будет сейчас прочесть какие-то стихи на языке оригинала? А чтобы вы почувствовали, ну, вы безусловно, а и другие зрители почувствовали музыку стихотворения, размер его. Думаю, что, может быть, мне это удастся. Итак, Сулейман Стальский. Ну, представлять его, наверное, не нужно. Так все, может быть, знают. Другой вопрос, что его официальный облик, как бы сказать, надолго затенил его подлинный облик. Вот он был в сталинские времена поднят на щит, так сказать, как вот советский поэт. А ведь это просто великий восточный поэт. Он отталкивался от великой традиции. Вот. И вовсе не тем, что он там писал о Сталине или о Орджоникидзе, он славен на самом деле. Нет. Хотя он, безусловно, был сначала искренен. Точнее говоря, он искренен был, когда писал о Сталине. Но потом, к концу жизни, он стал уже по-другому немножко относиться к большевикам. Об этом написано вот в предисловии Физудина Нагиева, вот к этой книге «Сулейман Стальский. Новые переводы». Вот, 40 переводов. Вышло в 2014 году в Ярославле с очень большой помощью лезгинской диаспоры и конкретно Васифа Агасанова, которому большой поклон и большое спасибо за его неоценимую и постоянную помощь. Итак, Сулейман Стальский, Соловей. Ну, Соловей, Билбил, он настолько в восточной поэзии распространен, что очень много соловьев у всех, да, у разных поэтов восточных. Но вот у Стальского он особенный. И вот именно он в те годы, вот этот соловей у него там сидел на ветке. Сейчас я вам постараюсь прочесть. Акахнаса какан тарцис бегер гудаичин билбил. Вот чалава авиванцис. Гараис я квачин билбил. Мягкен кунаву найтар. Тамам ян бесамай шартар. Саймишти из чи жаметар. Хун кивида вичин билбил. Гитчалавач вигаларис, дамах завана эллерис, аквадачир вун вилерис, вядите рта, ктуин билбил. Зас чиржет вун я так учак, зуна курлажа мир качак, циги тирви тунажак, тух тирни вас. Вишин билбил. Цинин кудни, хайна пайгар, дегиш ханач, матви рангар, гилахибни ханасгар, и карфина чишин билбил. Жагуравасца кеверук, галт тавурай вал чинерук, акайта данхурук, ахпатавас учин билбил. Жагуравас чкасякин, шажимир вунакван эркин, зас акуртуш вункван игин, граммофон машин билбил. Хана возмир вуник таксир, пашман жадай карьяхир, квет хана гар саличир, кай где квачпин билбил. Гакнубастус и микал, гатфаркведа садват икал, Сулейманан хавун буквал, сакус васта машин бил-бил. А вот теперь по-русски. Соловей. Еще не яблонь, еще не листьев, не плодов на ветках яблони моей, а ты уж петь с нее готов, нетерпеливый соловей. Ну как дела твои? Опять начнешь на высоте свистать, а нас не будешь признавать, себелюбивый соловей. Опять кичишься не впопад. Тебя ведь не отыщет взгляд, когда листва оденет сад. Эй, ты, спесивый соловей! Постой, разбойник, не спеши. Как зиму прожил, расскажи. Не голодал ли ты в глуши, вольнолюбивый соловей? Похоже, нет. Средь наших скал мороз не шибко лютовал, и твой наряд не полинял, жизнелюбивый соловей. Ну что же, в рощицу лети, и ястреба не встреть в пути, а то тебя мне не спасти, мой торопливый соловей. И приглуши-ка свой трезвон, возьми неспешный, ровный тон. Ты не машина-граммофон, а лишь крикливый соловей.
Напрасно времени не трать, чтобы потом не горевать. Придет пора гнездо свивать, не спи, хвастливый соловей. Пока ж не начало теплеть, не надо слишком громко петь. Дай, Сулейман, разглядеть тебя, кичливый соловей. Вот это классическое стихотворение. Оно классическое не просто потому, что оно прекрасно, но еще и потому, что оно по всем канонам восточной поэзии написано. Вот. Здесь и редиф есть, и предредифная рифмовка, и подписная строка в конце с именем Сулеймана, с именем автора. Здесь все на месте. Вот. Ну вот, не знаю, судить, конечно, читателю, думаю, что мне вот лично кажется, что это один из моих удачных переводов. И еще одно стихотворение из Сулеймана, из села Стал, то есть Стальского. Судуяр, судьи. Авачкаван Кунчинда инсаф, Сазерли Мирвет, Судуяр, Гейчка Валечка Сивдингав, Тагайта Ришвет, Судуяр. Ситкуда скон жада судда, и близди кон твада худда, Гах квайка сив конекудда, Лактичка нет женет, Судуяр. Керевис квазди кунчинис, Татайлахди садзи килис, Акудиш адуван килис, Киз усред, Судуяр. Квес жеревал залгуда, Шумут фикирку некуда, Тхани квас масагуда, Татата кинет Судуяр. Сакоси дунья саймиша, Сагди самугдач гвиша, Ирдуа ксан миша, Жагай тарагмет Судуяр. Дакандах алькорнадалу, Кепфегдих маса, гос халу, Ахтин бурал жибин дулу, Жадай туж девлет Судуяр. Фена икшумут замана, эй, фекер дели дивана, Квес авун ва Сулеймана, Чирхух и Тугмет Судуяр. Тоже стихотворение классическое, проходит сквозь время, и оно еще несколько веков, как минимум, будет жить, потому что идет речь о чем-то вечном, о судьях. Найдите жалость, растеряв, хотя бы ее остатки, судьи. Всегда бедняк у вас не прав, коль не дает вам взятки, судьи. С утра вас дьявол в суд несет, где и святой в тюрьму пойдет, коль вам на лапу не дает. Вы на подарки падки, судьи. Бедняк пусть ждет, и за 100 лет никто не даст ему ответ. О, не ослабить без монет железной вашей хватки, судьи. Скажите прямо, почему нет милосердия никому, и брат родной пойдет в тюрьму, коль вам не даст десятки, судьи. А ведь и вы не вечны тут, и вам идти на страшный суд. Ужель добро у вас помянут за мерзкие повадки, судьи? Живых людей, продав за грош, добра немного наживешь. Прибытка не дадут ни ложь, ни подлые порядки, судьи. За веком век, за сроком срок, а суд по-прежнему жесток. Но Сулейман свой злой упрек вам бросил без оглядки, судьи. В 1927 году это стихотворение было написано, судя по всему. Но вот оно живо до сих пор и будет жить дальше.